Друзья, если вы собираетесь поехать в путешествие, будь то рыбалка, охота, либо вы с семьей, может быть даже на шашлык, то всегда нужно думать о мерах предосторожности и, конечно же, об оказании первой помощи. На природе в путешествиях может случиться все, что угодно, но бывает так, что комплектация той же автомобильной аптечки не может соответствовать тем требованиям, которые, не дай бог, могут возникнуть. Поэтому сегодня вместе с нашим специалистом, нашим приглашенным гостем, мы попробуем разобраться, какая аптечка нужна для того, чтобы обеспечить безопасное пребывание в поездке либо на природе. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, сейчас мы перенеслись с вами в школу студии пространства, за что им большое спасибо. И сейчас мы наглядно поговорим, покажем все, как собрать личную аптечку для путешествий, для поездок. И в этом нам поможет Денис Кряжев, инструктор неотложной помощи. День добрый. Все-таки, да, сборка аптечки вызывает у людей большой такой диссонанс, потому что различных медикаментов, каких-то препаратов, их большое количество. И что брать, что не брать, у людей возникает достаточно частые вопросы. То есть вот звонят мне, спрашивают, что нам взять, что нам не нужно, потому что места в машине мало, а хочется себя как-то обезопасить. Ну, во-первых, во время поездки, в первую очередь, это у нас будет считаться, то есть это у нас полевые условия. То есть в них мы можем оказывать именно неотложную помощь. То есть помощь, когда оказываются вот какие-то такие не очень неприятные ситуации, там кровотечение, отсутствие дыхания, там может быть ожоги какие-нибудь. И после этого необходимо пострадавшего везти в лечебно-профилактическое учреждение. Непосредственно на месте оказывать помощь нежелательно. Нужно стабилизировать пациента и везти уже в ЛПО. Вот. Какие у нас вообще бывают, ну, как бы, группы препаратов, группы медицинских средств, которые мы должны с собой брать? В первую очередь это у нас препараты, нет, инструменты для остановки кровотечения, для оказания помощи при ожогах и обморожении. Это у нас бинты, жгуты, лейкопластыри, а также салфетки спиртовые для обработки кожных покровов. Далее мы различаем препараты тройничного действия. То есть это у нас препараты, которые влияют непосредственно на температуру тела, на воспалительные процессы и на купирование болевого ощущения. Это у нас вот пенталгины, парацетамолы и вот нурофен. В принципе, это у нас вот парацетамол и пенталгин, это практически одно и то же, но пенталгин чуть-чуть получше действует, быстрее, у него быстрее эффект, а пенталгин, он, как сказать, такой более безопасный, но тоже он сложно вот подгадать, где человеку будет с него худо, а где хорошо. В принципе, самый такой вот вариант, как сказать, средний между вредом и универсальный, это именно парацетамол. Стоит он достаточно недорого. Вот. Если там у женщины какие-то проблемы там, женского характера, там где-то ушиб у кого-то, может подойти пенталгин. Вот парацетамол и пенталгин, они не вызывают аллергических реакций, потому что у некоторых людей, они даже могут не знать об этом, у них бывают аллергические реакции именно вот на вот следующий препарат, это вот на нурофен. То есть стероидные эти самые препараты. Бывают такие вот моменты, то что на нурофен аллергия. Нурофен, он эффективнее, чем пенталгин, но может вызвать аллергическую реакцию. То есть, если вы раньше не принимали такие препараты, как нурофен, лучше воспользуйтесь парацетамолом. Дальше у нас против аллергии. Весна везде, особенно кто-то вот выехал там за долгое время в лес, там на природу, пыль дорожная, пыль там древесная, пыльца растений, и у человека начинаются отеки слизистых, там глаза начинают слезиться, начинаются такие вот как отек именно слизистых, это глаза, горло, нос, начинает слизь из носа течь. Вот. Для этого применяется антигистамины. Самый простой это супрастин.
Тоже достаточно дешевый препарат. Одной таблетки хватит на длительный период, чтобы купировать аллергическую реакцию. Так, далее у нас, когда человек что-то съел, что-то выпил, не то. То есть там кефир прокис, пока ехали, там какие-то пищевые, там не свежая шаурма где-то съедена была, и у человека начинаются проблемы с желудком. Либо это выливается в жидкий стул, либо к серьезным болям в животе. Это, опять же, без внимания лечащего врача, опять же, тоже не стоит оставлять без внимания. Если только, вот, допустим, мы приняли какой-то абсорбент, это в данном случае это уголь биоактивный, либо же энтеросгель. Если эти препараты помогли, то в течение 12 часов не было осложнений, можно это оставить без внимания врача. Если боли продолжаются, обязательно нужно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение, в любой, даже фельдшерский пункт. Вообще, когда какое-то отравление у людей происходит, что-то выпил, даже какой-нибудь химикат, либо что-то не то, особенно дети у нас любят что-то выпить ненужное, антифриз какой-нибудь. Не дай бог, конечно. Но бывают такие случаи. В этом случае необходимо в первую очередь промыть желудок. Промывается желудок, это теплая вода, 2 стакана, 2 пальца в рот. И до тех пор, пока не выйдет чистая вода. После этого применяем абсорбент. И как можно быстрее фельдшерский пункт какой-нибудь для дальнейшего осмотра. Но не всегда такие моменты бывают правильными, потому что если выпили какую-то кислоту, щелочь, какой-то агрессивный химикат, типа, не знаю, ацетона, это не стоит делать, потому что мы же вызываем рвоту. Рвоту нельзя вызывать в этих случаях. Мы вызываем рвоту, и она может идти уже по слизистой носа, по всей ротовой полости, на одежду может попасть, и это вызовет ожоги в этих местах. То есть еще больше? Да, еще больше это... Еще больший вред получится, поэтому так делать не стоит. Везем в лечебно-профилактическое учреждение как можно быстрее. Что выбирать, уголь или энтеросгель? Если у вас маленькие дети, от 0 до, допустим, 10 лет, то лучше взять энтеросгель. Он сладкий, он такой прикольный, на ложечку наложили, съешь вкусняшку. Единственное, что его нужно хранить в достаточно интересных температурных условиях, то есть от -5 до, от +5 до +30. То есть не замораживать? Не замораживать, потому что он на гелевой основе. Гель начинает портиться, и, соответственно, все свойства его теряются. Если уже от 10 до 60, побольше угля. Уголь достаточно простой, достаточно понятный. Можно разжевать его, можно целиком съесть, и передозировки с него не будет. Можете всю пачку съесть, и, соответственно, ничего такого не будет. Так, по поводу отравлений мы разобрали. Дальше у нас, когда происходят неприятности со стулом. То есть что-то выпили, у нас расстройство кишечное, и начинается интенсивное интенсивные туалетные проблемы. В этом случае нам поможет смекта. Смекта, она крепит наш кал. Разводим на стакан воды 1 пакетик, употребляем внутрь после каждого похода в туалет, так сказать. В принципе, одной пачки от 10 до 15 штук, по-моему, этого хватит для того, чтобы скрепить кал. Во время этих изливаний у человека происходит сильное обезвоживание и нарушение калиево-магниевого баланса в клетках. Нам его поможет восстановить регидрон. Растворяем на литр регидрон, и в течение дня человек должен его пить. 1-2 пакетика, желательно побольше. Вкус, конечно, не очень, зато эффективность достаточно хорошая. Также регидрон может помочь, если у человека жуткое похмелье. Хороший тоже момент, закинуться углем и
отполировать ригидроном. Достаточно эффективно бывает. Так, и такой более практичный совет дальше у нас идет, потому что во время пути бывает так, что кто-то из путешественников сталкивается с таким моментом, когда происходят всякие простудные заболевания. Вышел там на свежий воздух после длительного путешествия в машине, ты там вспотел, вас продуло, иммунитет упал, и какие-то вирусные там, либо бактериальные агенты начинают атаковать ваш иммунитет, и вы чувствуете признаки простуды. Вот это вот горло першит, в глазах сухость, начинается кашель сухой. Вот. Нам нужно будет для начала эти симптомы подавить. И уже добравшись до населенного пункта, проконсультироваться там с каким-нибудь из медицинских сотрудников и выбрать препарат более подходящий для лечения. Чтобы купировать эти признаки, нам нужны препараты противопростудные, то есть всякие Амивмаксы, Колдрексы, Терафлю, в котором имеется в составе ремонтадин и аскорбиновая кислота. То есть я просто ремонтадин, я аскорбинку сверху закидываю и запиваю. В принципе, этого достаточно. Но вот эти горячие кружки, они очень эффективны. Горячее питье и витамин С помогают активировать иммунитет, подавить вирусные агенты и на 4-6 часов избавляет от симптомов простуды. Немаловажный такой пункт – это где хранить вашу аптечку. Обязательно нужно хранить ее в каком-нибудь контейнере, закрытом контейнере. Это может быть там пищевой контейнер, какие-то там коробочки, но они должны быть светлых тонов, потому что пока путешествуете, может быть, через окошко вашего автомобиля будет на них попадать солнечный свет. Начнет нагреваться, соответственно, какие-то жидкости будут испаряться. Тот же энтеросгель, он не любит сильного нагревания. Поэтому светлые тона помогут от перегревания. То, что он закрытый, позволит проливанию воды, попадание под дождь, уберечь эти самые препараты, уберечь бинтовочный материал от промокания. Плюс ко всему, то, что он закрытый, соответственно, он вам поможет целиком полностью переносить его до места, так сказать, оказания помощи. В данном случае у нас сумка из кордуры, специальная такая, подобранная, но вы можете приобрести обычный пищевой контейнер, который закрывается плотно крышкой, и хранить вашу аптечку непосредственно в нем. Далее мы разберем такой аспект, как бинтовочный материал. Бинты – это такой самый достаточно популярный атрибут любого лечебно-профилактического учреждения. Он везде встречается и везде, в принципе, имеется в наличии. И вы приходите в аптеку и спрашиваете: мне нужен бинт. И фармацевт начинает закидывать вас вопросами: какой вам бинт нужен? Узкий, широкий, может быть средний, стерильный, нестерильный. Давайте мы сейчас это разберем. Бинты различаются, то есть они стерильные, не стерильные и стерильные. И по форм-фактору. В данном случае у меня бинт среднего размера, а это уже бинт широкого размера. Если вы взяли большой бинт, ничего страшного, вы в любой момент можете ножиком посередине его разрезать, и у вас получится два средних бинта. Если вам нужен узкий бинт для бинтования пальцев, запястья, вы берете средний бинт и разрезаете его пополам. Как в данном случае у нас на столе показано, лучше взять несколько средних бинтов и один широкий, стерильный. Далее у нас такие моменты. Это обработка поля оказания помощи. То есть человек повредил руку, вы должны ему оказывать помощь. Руки у нас это одно из самых грязных мест. Поэтому стараемся как можно меньше контактировать с поврежденным полем у пострадавшего. Лучше всего
взять вот салфетки спиртовые, обработать себе руки и обработать место поражения у пострадавшего. Когда у пострадавшего происходит кровотечение, в первую очередь нам нужно промыть рану. Для этого нам подойдет любая бесцветная жидкость, которую можно пить. То есть это спирт, водка, минеральная вода негазированная, вода, там, физраствор и вот хлоргексидин. Хлоргексидин желательно положить именно в аптечку. Он достаточно дешевый, там от 17 до 30 рублей, стоит 100 миллилитров. Им можно обработать всего человека с головы до пяток, и он не закончится. Вообще все поражения, связанные с кровотечением, являются первостепенными. Обязательно нужно в первую очередь обращать внимание на раны с кровотечением, потому что любая магистральная артерия, которую задели, может заставить человека потерять литр крови там, в течение нескольких минут. Литр крови человек потеряет, он потеряет сознание. 2 литра потеряет, это уже летальный исход. Кровотечение бывает у нас 3 видов. Это капиллярное, венозное и артериальное. Капиллярное — это вот там порезали пальчик чуть-чуть, совсем незначительно, там содрали коленку, там где-то вот приложились об асфальт, рана грязная, чуть-чуть кровоточит. Ну и болевые ощущения. В первую очередь промываем ее и накладываем повязку. Повязки вот с обычного нестерильного бинта. Когда у нас венозное кровотечение, такие моменты бывают достаточно тоже опасными, потому что из вены, из магистральной какой-то вены, кровь тоже достаточно быстро изливается. В этом случае нужно будет применить давящую повязку. То есть это когда у нас бинтование происходит непосредственно, когда витки накладываются один на один, сдавливая рану, края раны, чтобы вот они вот сжались и кровотечение прекратилось. В этом случае кровотечение нельзя оставлять без внимания врача. И артериальное кровотечение — это когда у нас прямо фонтанчик крови, то есть из раневой поверхности прямо бьет фонтан. Ну, не как вот у Тарантино там фонтанище такое льется, так прям брызги такие. Нет, естественно, там небольшой такой вот 1-2 миллиметра бьющий фонтанчик, такой вот прям пульсирующий, пук-пук-пук. Вот. Это у нас артериальное кровотечение. В этом случае нужно будет накладывать жгут. Вот. В нашей аптечке вот 2 вида таких вот жгута, то есть резиновый жгут и жгут Everyday Carrier. По-моему, от компании Stitch Profi, да? Вот. В случае с выбором я бы отдал предпочтение именно Stitch Profi, потому что у него уже имеется свой собственный турникет, и можно регулировать затяжку именно жгута. В случае с резиновым, пару раз перекинув через поврежденную конечность, он поможет нам остановить кровотечение. Однако бывает так, что вот не было жгута. В этом случае можно применять подручные средства. Это нейлоновые колготки, шарфы, шнурки, провод от зарядника. Провод от зарядника подойдет. Но в этом случае нам тоже нужен турникет. Если это в автомобиле, гаечный ключ, отвертка, какой-нибудь металлический такой длинный предмет, он подойдет для того, чтобы затянуть. Да. Перед наложением жгута мы должны остановить это кровотечение, временно остановить кровотечение. Там, где у нас проходит рана, мы должны выше нее очень сильно прижать пальцем. Если это у нас на животе, пострадавшего ложим и прямо кулаком сверху всем телом давим. То же самое на бедре. Бедро же у нас достаточно большое. Вот, тоже ложим пострадавшего и интенсивно давим сверху кулаком. Это временная мера, пока вы придумаете жгут, из чего изготовить. Когда мы накладываем жгут, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, жгут всегда нужно накладывать выше раны. Артериальное кровотечение, либо венозное останавливаете, всегда накладывайте выше раны. Жгут всегда нужно накладывать на одежду, потому что
аналогия такая. Наши кровеносные сосуды — это садовые шланги с Алиэкспресса. Мы их начинаем передавливать, они по краям лопаются. То есть, если интенсивно передавить каким-нибудь проводом, каким-то шнурком, он может полопаться. Вот, поэтому нужна большая площадь давления. Это у нас создает одежда. Нету одежды, нужно подкладывать какие-нибудь платки, те же бинты, для того, чтобы смягчить вот этот эффект. Накладывается жгут у нас на определенное время. Сколько? Вот в идеале, да, сказать вам, это будет полчаса. Потому что у нас Якутия, перепады температур вообще бешеные. У нас от минус 50 до 40 градусов. И вот от района к району это может меняться. Поэтому лучше вот такую вот среднюю единицу — это полчаса. Когда у нас полчаса прошли, мы не доехали до лечебно-профилактического учреждения. Вот, мы опять прижимаем палец, снимаем жгут и даем по остальным сосудам крови пройти. То есть мы прижимаем эти 5 минут, держим эту вот артерию, чтобы она не кровоточила, чтобы по остальным сосудам у нас кровь продолжала двигаться, чтобы не вызывать некроз тканей. 5-10 минут прошло, жгут от места того, где мы накладывали, чуть-чуть выше приподнимаем и снова затягиваем. Ниже? Выше, всегда выше. Место кончается, возвращаемся к первоначальному. Вот. А обязательно в одном и том же месте несколько раз не перегибаем. Ну, опять же, аналогия с китайскими садовыми шлангами. В одном и том же месте начинаем перегибать, они портятся, лопаются. Я всегда рекомендую для себя распечатывать памятки, как пользоваться жгутом. В любом случае нам нужно будет показать, как это делается. Допустим, я получил раневую рану где-нибудь, допустим, на предплечье. То есть в данном случае, чтобы не задевать локтевой сустав, мы будем накладывать жгут на плече. Итак, это у нас фабричный жгут Everyday Carrier. Мы его накладываем, то есть в данном случае у меня повреждение было здесь, мы его накладываем выше раны. Обязательно затягиваем, чтобы он был такой достаточно плотный. И начинаем затягивать турникет. Вот у нас турникет. Мы его затягиваем. Видите то, что кровотечение останавливается. Мы останавливаемся. Закрепляем турникет. В данном случае у нас есть свои специальные скобки. Но лучше использовать бинты для того, чтобы затянуть турникет, чтобы он ни в коем случае не спадал. Вот. И сразу же каким-нибудь маркером на лбу у пострадавшего пишем в 12:30. Значит, понятно, в 12:30 был наложен жгут. То есть через полчаса нужно будет ослаблять жгут. Опять применяем пальцевое прижатие и начинаем медленно, осторожно раскручивать турникет, постепенно давая давление крови. Руслан, допустим, обжег себе руку. У него вот здесь вот ожог первой степени. Вот. То есть большое количество кожного покрова у нас повреждено. Мы должны начинать от периферии к центру, закрывая всю раневую поверхность и уже заканчивая непосредственно здесь. То есть как мы начинаем бинтование? Начинается бинтование с циркулярного бинтования. То есть мы бинтуем до тех моментов, пока бинт не перестанет проскальзывать. Видите, сейчас он проскальзывает, на следующий виток он уже держится хорошо. Далее, смотрите, мы делаем спиральное бинтование после циркулярного. То есть у нас идет первый виток, раз, два. Предыдущий перекрывает следующий виток наполовину. Ну, можно на 2/3, но желательно на половину. 2 витка мы сделали, и бинт мы его держали, мы его переворачиваем. Создаем внутреннее натяжение. И продолжаем дальше бинтование. Раз, два, и опять перевернули. Такая повязка не будет спадать. Потому что руки у нас это не трубы ПВХ-шные одинакового размера, они у нас трапециевидные. Ну, это строение мышц, и все равно они имеют разный радиус сечения. Поэтому, если мы не будем перекручивать бинт, он у нас будет спадать.
Ну что, дорогие друзья, я думаю, нужно поблагодарить Дениса за замечательную лекцию, информацию по поводу комплектования аптечки, а также по некоторым моментам по оказанию первой помощи. Ну и я думаю, что даже в поездку на природу, поездку в отпуск, да и вообще даже если у вас в автомобиле вместо автомобильной аптечки будет находиться вот этот комплект, я думаю, это будет большой, конечно же, плюс. До новых встреч, берегите себя и будьте здоровы!